Первая волна послаблений началась в Чехии. С сегодняшнего дня студенты могут приходить в университет для индивидуальных консультаций, сдавать необходимые экзамены и даже посещать библиотеки. Правда, пока только чтобы сдать книги или взять их домой. Профессиональным спортсменам разрешены групповые тренировки на улице, а влюбленным – камерные свадьбы, не больше, чем на 10 человек. В стране открываются автосалоны и фермерские рынки, правда, с некоторыми ограничениями. Во-первых, мы были вынуждены ограничить количество киосков с 20 до 11, потому что расстояние между ними должно быть не меньше 3 метров. Каждый из киосков, который вы видите, нужно было полностью подвергнуть дезинфекции и расчертить желтыми линиями пространство вокруг для покупателей. Это первый из 5 этапов по отмене карантина в Чехии. Согласно плану правительства, через неделю в стране откроются небольшие магазины. С 11 мая можно будет ходить в спортзалы, но не пользоваться при этом душем и раздевалками. Через месяц возобновят работу парикмахерские, музеи и зоопарки. Можно будет даже сходить в ресторан, но только если у него есть терраса. Посидеть уже внутри кафе с начала июня. Тогда же заработают гостиницы и торговые центры. Когда откроются границы, пока не ясно, но с сегодняшнего дня гражданам Чехии можно выезжать за ее пределы по делам. Однако по возвращению придется провести 14 дней в карантине. В Германии с сегодняшнего дня возобновляют работу магазины площадью меньше 800 квадратных метров. Торговые центры и крупные универмаги пока остаются закрытыми, чтобы избежать скопления людей в замкнутом пространстве. Кроме того, вне зависимости от площади открываются книжные магазины, точки продажи и ремонта велосипедов и автосалоны. Мне кажется, это хорошо. Будет ли это иметь смысл в перспективе? Думаю, есть разные мнения. Но я считаю хорошо, что люди больше выходят из дома и есть какое-то подобие нормальности. При этом в Германии, как и в Чехии, остаются неизменными нормы соблюдения дистанции. Находясь в общественных местах, жители должны держаться по меньшей мере в 1,5 метрах друг от друга. Перемещаться по улице стоит поодиночке либо вдвоем. Сохраняется запрет на посещение кафе и ресторанов. Еду и напитки можно брать на вынос, не заходя в помещение. В Норвегии открываются детские сады, а через неделю снова заработают парикмахерские и салоны красоты. Во Франции разрешили посещать дома престарелых, но не обниматься с пожилыми родственниками. Жителям Польши снова можно ходить в парке. Другие европейские страны тоже постепенно ослабляют ограничительные меры. Даже Испания и Италия, больше всех пострадавшие от вируса, запускают некоторые производства. Однако жесткий изоляционный режим сохранится там до начала мая.